Как-то вот так. Один язык готов. Еще попробуем нашу щуку почистить. Так, ну-ка. Что нам... Как она щуку будет чистить? А, все, я понял. Короче, тут вообще не надо нажимать. Я по привычке как ножом нажимал сначала. Вон. Вот так вот. Все, вон. Все, процесс пошел. Ну да. Быстрее, чем ножом-то. Самое тяжелое у щуки чистить это спину. Справилась на ура. О, все, щука готова. Красота. О. Сначала все почистим, потом помоем. Так, ну давайте проверим окуня. Как он у нас почистит окуня. Но этим делом, конечно, лучше заниматься на улице. О, окуня тоже идеально чистит. Никогда раньше не чистил окуня, потому что окуня чистить ножом чешую это долго и муторно. А жарить лучше его со шкуркой. Вон теперь можно спокойно, без особого напряга, чистить окуня. Мощная, конечно, машинка. Ну, надо быть, я думаю, очень-очень аккуратно. Иначе, если что-то не так, можно запросто повредить руку, наверное. Так. А я так думаю, лучше почистить, наверное, попробовать. Ну, сейчас, подожди. Нормально. Теперь мы будем консервы делать с нашим помощником намного быстрее. О, с головы даже быстрее получается. Все. С головы даже получается получше. В общем, век живи, век учись. Я ее по привычке чистил с хвоста. Оказывается, надо было с головы вот так раз. Все.
Прикольная штука, оказывается. Всем большой привет! 5 июля на календаре, рабочий день. И как мы видим, ветрище, просто дует сильный ветер, большая волна. Остановился в более-менее укромном местечке и попробуем покидать спиннинг. Удочку сегодня не взял, чтобы не отвлекаться. В общем, будем кидать сегодня силиконовую резинку на джиг-головке, ну и воблеры всякие разные, штучки 3-4 взял. Попробуем поймать щуку, попробуем. Ну, что клюнет, то увидим. Поехали. Так. Пару раз закинем воблер. Сначала кинул якорь, потому что самосплавом вообще нереально. Прибивает сразу к берегу. Так что будем потихонечку обкидывать. Забросов 10 веером. Пару раз воблер. Пару раз резинку. От дождей вода прибывает, не падает. Если немножко спадет, опять польет, опять прибудет. В общем, летней воды в этом году еще пока не было. Постоянно играет туда-сюда. И вода еще очень и очень большая в этом году. Ты смотри. Моментальных поклевок не последовало. Тут мелковато, как бы песок, это все высыхает, берег. Начал сверху. И по плану где-то, если успеем, сплавимся около километра вниз. Потихонечку будем поднимать якорь и обкидывать всю территорию. Лодок нет. Вот лодка сплавлялась, тоже уехала. Если бы рыба ловилась, клевала, то они бы ловили. А так встретились две лодки, тоже вернулись рано-рано. Видать, сегодня у нас опять не клевый день. Когда как. Вот вы уже, вот первая поклевка была. Вы уже посмотрели. 30 июня был не клевый день. Рыба не ловилась. Что мы там поймали? 4 окуня. Язя. Первого гуляли день рождения у Лены, у дочки. Ну а второго поймали вот полный контейнер. Сегодня 5-е. Походу, ну, не будем ничего загадывать. В общем, кто-то уже клюнул, кто-то уже дергал. Скорее всего, это окушок. Покидаем, посмотрим. Я так думаю, что-нибудь да все равно поймаем. Ну, вот и первая поклевка была. Поставил старую джиг-головку с оторванной ногой. Одноногая лягушка. Как бы в свое время она неплохо работала. Нашел, думаю, дай-ка попробуем. Поставил второй заброс и сразу же поклевка. Не знаю почему, но ядовито-желтый цвет. Салатный цвет вот такой. Нравится для печорской рыбы. И даже
при бесклёве иногда выручает вот именно ядовито-желтый цвет, резинка. Кто у нас давно на канале, помнят мои ролики с этой одноногой лягушкой. Довольно-таки неплохо ловили окуня, язя, даже щуку. Оп, вот она. Опять была поклевка. На белую резину поклевок не было, на воблер не было. Вертушку еще не ставил. Пару вертушек есть, но экономлю. Я уже говорил, экономлю вертушки для перекатов. Для хариуса как бы жалко, если где-нибудь зацепится и оторвет. 2 июля Ромкой рыбачили. Ромка у меня, оп, о, была опять поклевка. Вот так вот. Это вот он, первый окушок. Ладно, полезай пока сюда. Вот такой вот окушарик. Погуляй пока здесь в лодке. Немножко проредил мои приманки. Хороший воблер красный, который красно-желто-белый, уловистый. Утопил об кусты, обрыв был. Ну, попробуем, конечно, найти, если вода упадет. Ну, навряд ли. Да и так еще. Ну, это не Ромка виноват, это гнилая леска. Леска обтерлась об кольца, вся в зазубринах была и пообрывалась. Так, ну что, потихонечку мы обрыбились. Первого окуня мы поймали, но не больше, пока не больше. Так что будем сплавляться. Опа, вот он. Хотел только что сказать, будем сплавляться дальше. Как заметил, что за моей одноногой лягушкой гнался окунь. Такой же, какого мы сейчас вытащили. Так, друзья, в общем, решил немножко перекусить, пока не ловится. Пообедаем, чтобы потом уже не отвлекаться. Ну и заодно, пользуясь случаем, хочу сделать короткое объявление. У нас на Дзен Премиум 90 подписчиков. Я решил сделать как бы небольшой презент, подарочек, но и в то же время определить счастливчика. Всем не могу, но одного из 90 как бы я угощу копченой рыбой. Вот. Сейчас только поговорил с Валентиной. Они сегодня развесят рыбу. Коротко мы процесс вяления, сушения и все такое покажем, расскажем, как это происходит. Вообще-то ни разу уже показывали. Ну и как будет готово, как мы это прокоптим все в нашей бочке холодного копчения. Я килограмма 1,5 примерно, пакетик больше не влезает. Вяленой рыбки холодного копчения отправлю одному из счастливчиков. Условием будет, естественно, подписка на Дзен Премиум и подписка на телеграм-канал. 2 подписки. Рутуб с ВК-видео пока не трогаем. Его как бы и так смотрит народ. Вот. А подписчики Дзен Премиума и подписчики телеграма, надо будет только написать под роликом, который будет выпущен, как говорится, про копчение этой рыбки, слово «участвую» и порядковый номер, допустим, 1, следующий, 2, 3. Вот. Если
комментарии напишут все 90 человек, будем разыгрывать среди 90 участников. Если меньше, то шанс на выигрыш больше. Так что, почему кто-то не подписывается, кто-то подписывается, 100 рублей в месяц платит за подписку. Это не я придумал, это Дзен придумал, с одной стороны. А с другой стороны, вот так вот раз в месяц будем разыгрывать что-нибудь. Или консервы, или рыбку вяленую, копченую, или, ну, посмотрим. Время покажет. Но раз в месяц, это как минимум, у нас будет проходить розыгрыш. Вот такое вот решение принял, как бы благодарность моим друзьям-подписчикам, которые подписаны на Дзен Премиум. Ну и Телеграм тоже. Потому что в Телеграме я фильмы не выпускаю. Там у меня в основном как бы коротенькие. Выпускаю посты. И в Телеграме тоже мне как бы для включения монетизации надо 1500 подписчиков. У меня пока 1000. Таким образом будем потихонечку набирать. Так что, кто азартный, вперед. Будем определять счастливчиков. Ветерок немножко стих. Ну, хорошо, хоть дождя пока нет. Потому что дождь и ветер — это вообще труба. И у нас остается, так, время час, грубо говоря, часиков до 7. Около 6 часов рыбалки. Я так думаю, за 6 часов что-нибудь да мы обязательно поймаем. Так, у нас поклевка. И это у нас, походу, язёк. Опачки, 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 да. Это он взял вот на такой воблерочек. Меняю воблера. Каждый, наверное, 5-6 забросов меняю. Вот. После обеда вот поставил такой воблер красивый. Зелено-голубой, спинка темно-синяя, живот белый. И возле берега вот язёчек уже соблазнился. Ну, язёк так язёк. Опа, вторая поклевка. Окушок. Рабочий воблер получается. Резину у нас не брала. Колебалку не брала. Пробовал тоже золотистого цвета. Колебалочка такая была. Желтый воблер не брала. Там 3-4, наверное, воблера я уже поменяла. Вот этот понравился, такой не крупный, средний. И 2 поклевки сразу. Уже хорошо. Уже отлично. Ждем щуку. Потому что послезавтра праздник Иван Лун, Ивана Купала. Большая праздничная программа возле Мылнинского озера будет. И приезжает в гости моя двоюродная сестра с Ухты на этот праздник. И она очень любит щуку. Созванивались. Говорит, рыба есть? Я говорю, рыба есть, как окунь, язь. А щука есть? Щуки-ка пока нет. Щучку, все, что мы ловим, съедаем практически сразу. Голову, хвосты мы зажариваем прямо в тот же день, когда я приношу. Ну а тушку кусочками делаем малосолочку. И она тоже долго у нас не задерживается.
улетает махом, потому что рыбу мы все любим, рыбу мы все едим. Еще поклевочка. Еще вот такой окунь. Пока кидаем в лодку, там немножко воды есть, пусть поживут, потом как уснут, перекинем в контейнер. В контейнере лед, рыба ледяная, и можно не чистить до вечера, ничего ей не будет, сохраняется идеально. Вот у нас еще поклевка, еще вот такой вот красавец окунь. Окуня мы тоже любим, он в любом виде хорош. И в жареном, и в пареном, как говорится, и в соленом, и в вяленом, и копченом виде. Единственное, что я не делаю с окуня, так это не делаю с него консервы. Это долго и муторно. А так окунь хорошая рыба в любом виде. Опять поднялся, усилился, вернее, ветер. Он не прекращался, просто немного только затихал. Сейчас поднялся с новой силой. Вроде бы больших туч нету, а дует. Потихонечку сплавляемся. Долго не сидим на одном месте, потому что территория большая. Нужно обловить. Чем больше территории, тем лучше, потому что мы, повторяюсь, приехали сюда в поисках щуки. Щука у нас хоть и есть, но очень-очень привередливая. Бывает, конечно, что попадаешь на жор, щучий жор, и она берет на все подряд. А так она очень-очень осторожна и очень привередливая, выбирает, что брать, что не брать. Любит живца, но надо заниматься жерлицами, ставить или кружки, или что-то такое, ну, или продольники. Тогда да, шансов больше, что ты поймаешь. А так на плесну, на спиннинг не всегда попадаешь на клев щуки. Так, покидали воблер, покидаем резинку, немного отъедем еще ниже в сторону. Ветер прибивает к берегу, постоянно надо заводить мотор, чтобы выезжать на середину, и потом вот так вот ходим, короче. Оп! О, была поклевка, пока показывал. Вот еще поклевка на стоячку. Вот она. Кто-то дергает на стоячку. Получается рыба на дне. Рыба на дне. И надо, наверное, вешать чебурашку, чтобы заглублять легкий воблер. Ой, легкую джиголовку с резинкой. Она идет у нас поверху, и рыба ее брать не хочет. Вон. Только что раза 3 его дернула. Прямо рядом с лодкой. Скорее всего, это окунь. Ладно, попробуем еще пару раз провести. Рыба есть, у нее просто нет аппетита. Попробуем покрутить катушечку потише.
Специально не взял удочку, потому что на удочку ловится. Но мы опять, вот она, поклевка. Мы опять увязнем. Будем ловить окуня, язя. А щуку так мы не поймаем. Кто-то дергает, но не берет. Активности нет, за хвостик силиконовый дергает. Ну ладно, не хочешь как хочешь, упрашивать не будем. Только выключил камеру, и все-таки он ударил. И все-таки он ударил. О, вот его. Говорю, одноногая лягушка должна сработать. И щучка. Вот и щучка у нас ударила на воблер. Вот наконец-то. Наконец-то мы дождались зубастую. Ах, красоточка. Анна Николаевна, сестренка, все-таки я тебя щучкой угощу. Вот она. Такая вот красотка. Сейчас мы ее попробуем отцепить. Красиво. Вот так вот. И тебе, красоточку, сразу в холодильник. Вот так вот. Енцкадан. Енцкадан. Наконец-то ударила бодренько. Ну, дай бог, не последняя. Еще поклевочка на воблер. Это у нас окунь. Ну что? Сразу же начали кидать контейнер. Давайте кидать контейнер. Во-первых, это будет и рыба чище, и ничего с ней не будет. В лодку кидал, думал, одна-две рыбки, то даже контейнер пачкать не буду, но у нас уже получается около 6-7 рыбок. Так что для такого случая можно и помыть контейнер. Куда ты? Куда ты выпрыгиваешь? В общем, нашли мы рабочий воблер. Не крупный, не мелкий, такой средненький. Но так как он работает, смысла не вижу больше что-нибудь менять. Спиннинг с одноногой лягушкой убрал в сторону, чтобы не мешался. Будем рыбачить на то, что ловится. Что ловится, на то и будем рыбачить. Так. Есть поклевочка. Окунь.
Вон, как мы видим, весь берег еще в воде. И мы как бы ловим рыбу не в русле, а на заливных участках. И есть огромный риск зацепиться об кусты, об коряги всякие, которые на берегу лежат. Как бы по этой причине стараюсь сильно не заглублять. Проводочку провожу повыше, побыстрее. И глубинные воблеры стараюсь не ставить. Так же, как и тяжелые джиголовки. Еще поклевочка. Еще полосатик. С жабрами решил взять. Бляха! Ух ты! Вот так вот не надо. Бляха! Ну. Ух ты. Потихонечку натаскаем. Ветер мешает. Один плюс в этом ветре — это полное отсутствие комаров. Как бы светит солнышко, но в то же время и не жарко, потому что ветер прохладный. Я вот в парке, и даже не жарко ни капельки. Дождя нет, но раздевать не буду, потому что боюсь, что продует. 5 июля, лето толком мы еще не видели. Послезавтра уже праздник Ивана Купала. Не знаю, как купаться, конечно, буду. Там смельчаки, озеро теплое. На озере течения нет, озеро нагревается. Праздник происходит прямо на берегу озера. Так что, если получится, может быть, что-то даже поснимаю, потом покажем. Еще немножко сплавились. Не было бы ветра, здесь течение не такое сильное уже, можно было потихонечку самосплавом идти и кидать. Ну, с ветром это бесполезно, прижмет сразу он к берегу, к кустам, и замучаешься выбираться потом оттуда. Лодка большая, парусность большая, и просто прижимает. И на моторе не отъедешь, потому что трава и кусты. И шестами не выгребешь, потому что ветер сильный. О, там что-то плесканулось, типа язика. Рыбы много здесь, а клюют только те, которые или голодные, или более-менее. Ну вот и зацеп опять, ёшкин кот. Отцепились. Вот когда хорошо ловится, тогда клюет все подряд. Практически каждый заброс с поклевкой. Когда клёва нет, вот так вот кидаешь, кто-то более-менее голодный клюнет. Рыбы много. Клевка. Язик за глазик. Тихо.
Тихо, 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 тихо. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Ладно, полезай сюда. Язик за глазик клюнул. Вода теплая уже. Как вариант еще можно садок пустить, но садки у меня все уже порванные. И уже много раз уходила рыба с садков. Надолго их не хватает. Год-два и все, начинают рваться. Немножко еще, если килограмма 2-3 окушков выдерживает, то был ударчик еще. А потом все. Чуть больше уже садок лопается. Что-то этот ветер, наверное, надует. Такой вот малышочек клюнул. С такой реактивной скоростью, главное, выскочил за воблером, догнал и хапнул. Голодный, видать, был. О, там кто-то по-любому гоняет. Щука, наверное, выпрыгнула небольшая рыбка, типа или плотвы, или подъязка, или хорюзок, не понял даже. Скорее всего, кто-то и гоняет там, или щука, или язь. Ну, что-то там есть, по-любому. Сам по себе с такой скоростью он не выпрыгнет. Я немножечко не достаю туда. О, сейчас, может быть, достанет. Немножко надо отъехать. Прибило к берегу. Так, ну что, давайте попробуем вот такую красоту. Вот. Это не помню. Тоже, наверное, Геннадий Молчанов подарил прошлый год. Магалон. В общем, какой-то шумящий, с двумя тройниками и с таким вот силиконовым хвостиком. Типа маленькой семушки, тальмочки. Сейчас попробую. Хранил. В чемодане они ловить точно не будут. Давайте попробуем. Поставим на новый спиннинг. Сейчас. Леска здесь у меня 0,4 3D. Черный поводок. Так. Куда воблера была? Ладно, резинка пусть пока здесь. Он меня уже поймал. Заводное кольцо мелковато, конечно. Если что-то крупное попадет, скорее всего разогнет, но ладно, будем надеяться, что слишком крупного ничего не будет. А килограмма 2-3 мы выдержим. Так, ну, поехали. Плавающий? Нет, тонущий. Тонет, но тихонько. Ну-ка, как играет. Ну, в принципе, играет неплохо. Двухсоставной. Ну, с Богом попробуем. Первый заброс. Теперь у меня 2 спиннинга. На одном крупный воблер. На другом
мелкий воблер. Средний, вернее. Сейчас посмотрим. Будем периодически 5 забросов одним спиннингом, 5 другим. И посмотрим, на какой из них будет лучше ловиться. Ну, 2 заброса сделали, пока тишина. Красивый-то он красивый, но для рыбы, видать, красота, которая нравится нам, еще не то. И на эту красоту не хотят ловиться. Ладно, далеко пока не убираем, покидаем. Будем ждать поклевок. Так, где-то, наверное, уже около часа не было поклевок. Сплавились раза 3 уже. Вон, метров 100, наверное, 150. Сейчас просто кто-то на воблер бабахнул. Навряд ли это щука, потому что больше было на язевую поклевку. Но язни маленький, вот на этот небольшой воблер просто шандарахнул. Вот здесь вот. На новый красивый воблер поклевку так пока мы еще и не видели. Стоит без дела, так сказать. Я его уже как бы пускаю по течению в надежде на случайную поклевку. Но не тут-то было. Сейчас попробуем крупным воблером здесь поиграть. Рыбка здесь была не маленькая. Очень много травы, правда. Тут вот где-то здесь она была. Шандарахнула, но промахнулась. Так поклевки полностью прекратились. Проплываем вот такие вот красивые места, заводюшки, курьюшки. И ни одной поклевки. Есть поклевка. Езенький. Опять заглазь. Что они сегодня глазами все клюют? Консервный размер. Час, около часа, если не больше, не было поклевок вообще. Сплавился, не знаю сколько уже, больше километра по-любому, наверное. Вот долгожданная поклевка. Медленно начал крутить катушку, и только тогда сначала промахнулся, потом забагрился за глаз. Это о чем говорит? Это говорит о том, что пока активности рыбы нет. Ну, в дневное время обычно не ловится. Будем ждать вечернего клёва. Вся надежда на вечер. Что-то зацепилось. И такое не маленькое. Или забагрил. Да, это язь. Попробуем поднять. Получилось. Нет, этот
взял за тройничок говорящий язь. Говорящий язь. Ну, хоть язь иногда радует поклевками. Не густо, не густо. Забросов 10, 20, а то и 30. Только потом следует поклевка. Видно, что рыба иногда подходит к воблеру, гонится даже за ним, но не берет. Или дернет, отпустит. Сплавились уже очень и очень много. Вот где-то километра полтора, наверное, если не больше. Еле-еле, в общем. Время идет. Сейчас посмотрим время сколько. Время уже 4 часа. 4 часа. А у нас в улове одна щучка, несколько язей. Пару килограмм, может быть, будет общего улова. Несколько окушков. Ветрище порывами вообще сумасшедший дует. Ну, наконец-то поклевочка. И это у нас опять язь. О, клюнул на большой воблер. На большой красивый воблер. Вон. Первая рыбка. Стандартный язь, консервный размер. Сплавился на перекатик. Ну, типа перекат. Здесь, когда вода упадет, будет кочка каменистая. Здесь как бы свал. Покидал мелкого воблера. Ничего. Достал крупный воблер, закинул, и сразу поклевка. Еще немножко сплавимся, метров 300, наверное, и будем переезжать в какое-нибудь более тихое место без ветра. Может быть, там что-нибудь будет ловиться. Окунь вообще перестал. Ни окуня, ни щуки. Редкие поклевки язя. Ленчик подъезжал. Тоже, говорит, ничего не клюет. Поймали, говорит, одну большую щуку. Килограмма, наверное, на 2,5-3 показывал. Крупненькая такая хорошая щука. И одного язя, что ли. Поклевок нет тоже, говорит, домой поедем. Катушка кончилась. Все ломается. Поклевок нет. Сейчас немножко еще проедем раза два и переедем на ту сторону, там хоть ветра меньше. Надоело мне рыбачить на ветру, тем более поклевки полностью прекратились. Переехал на левый берег. Здесь от ветра спасает стена леса. Ветра здесь поменьше. Посмотрим, как это отразится на поклевках. А там вообще труба.
Как раз по реке вот разгоняется и все туда. Чего уж только там не перепробовали. И воблера все, и даже вертушку поставил. Ничегошеньки им не надо. Резинку пару раз кто-то дернул на вертикальную проводку там. И все. Сейчас вроде тоже поклевочка была. А здесь хоть ветра меньше. Ну и комаров сейчас будет больше. Где-то лучше, где-то хуже. Ну как там не клюет, здесь тоже не клюет. Не, здесь есть поклевка. Вот такой вот красавчик полосатик. О. А мы там время теряем, понимаешь ли. Ну, одна рыбка — это еще, конечно, не результат, но все-таки. Вот упрямость, конечно, хорошая черта, но не всегда. Вот я поставил себе цель пройти отсюда до туда. Ну, поймал, конечно, ну, потом уже все, не ловится уже. Ветер, волна. Даже здоровый якорь лодку не держит. Нет, все равно. Перейти на левый берег. Здесь хоть ветра меньше. Все равно кидаю в надежде. А здесь вон какая красота. Без ветра. Вот у нас еще один полосатый. На этот раз уже сработала вертушечка. Вот такая вот Мэпс. Троечка. Не знаю, это случайность или не случайность, но в общем кидал один воблер, кидал другой воблер, кидал два вида резины, резину пару раз подергивала, но не брало. Вертушка первый же заброс, и он попался. Ну не знаю, может быть опять одного поймаю и все. Здесь течение послабже, волны поменьше. Но рыбы не больше. Да есть рыба, тут рыба километр. Просто не хочет ловиться почему-то. Вон наверху ветер что делает. А здесь красота. Нам с тобой станет лес глухой стеной. Нам с тобой. Нифига. Что-то начало уже от такой рыбалки ко сну клонить. Где щуки-то, а? Так, у нас опять потери. Удочка Lucky John или Lucky John, не знаю, как правильно называется. Ну, Lucky John это только нижняя часть. Верхняя часть это китайская херня. И как мы видим, он ударил язь, я начал вертикально поднимать без сачка. С килограмм, наверное. И вон сломалась удочка, и язь сошел. Опять потери у нас. Опять минус один спиннинг. Снимаем рабочий воблер. Хорошо, что у нас есть запасной. Ах, ма. Это не зима.
все, если еще и этот сломается. Это у меня новый спиннинг. Николай подарил. Николай хотел приехать на рыбалочку, не получилось. Теперь, говорит, приеду только в конце. В августе, говорит, в общем, приеду. В июле уже, говорит, не получится. Язентий клюнул бодренько, так хорошо, буйно. Я его начал вертикально поднимать, ясь дергается, и получается как бы вертикальный удар, и спиннинг просто разлетелся. Да. Ладно. Покидаем еще. Настроение начало что-то падать. Настроение 0. Но не 0 еще, но уже не 100. Если еще вечернего клёва не будет, то вообще труба. Ждали, не дождались. Ну вот. Еще один. Сейчас по чайной ложке. Время уже у нас, сейчас скажу сколько. 6 часов. Вечернего клёва пока мы еще не видим. 15-20 минут одна поклевка. А то еще реже. Ну вот и вечер наступил. А вечернего клёва не видать. Поднялся вот уже на такое место. Тиховод возле берега, кувшинки. Залитая трава. И даже здесь ни одной поклевки. Пробовал резинку, вертушку. Он уже воблер поставил. Здесь-то щука по-любому есть. Если была бы у меня сейчас удочка, она по-любому, наверное, она бы, скорее всего, уже прыгнула на поплавок. Поставил самого крупного воблера, чтобы уже издалека было видно. Вот он как играет. Неужели, если бы была щука, она бы на нее не прыгнула?